Добрый день, дорогие друзья! Сегодня время новостей, суббота. Меня зовут Кумар Мухамедзянов. Рад приветствовать вас на моем канале. Вы знаете, очень много слухов было потому, что опять нас закроют, опять будет карантин после принятия решения о поправках в Конституцию. Но пока вроде все нормально, слава богу, продолжаем работать. Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова заявила, что снятие ограничений по международным авиасообщениям в России может начаться 15 июля. Помните, я в прошлых новостях говорил, что до конца августа об этом можно было забыть. Но вот сейчас подходят хорошие новости. Это означает, что если разрешат международное сообщение в России, то, конечно же, деловая активность и на финансовых рынках тоже поднимется. В этой связи она предложила авиационным властям страны провести переговоры с зарубежными коллегами о критериях, необходимых для возобновления полетов. Что тут сказать? После разговоров может все кардинально поменяться на самом деле. Потому что международные партнеры могут сказать, что ничего подобного не открываем, сидим дома и не вылазим. Потому что ситуация на самом деле не очень хорошая. Резкий рост обращений наличности совпал в России с началом пандемии COVID. Например, в феврале этот показатель составлял 10,5 триллиона рублей в начале месяца. То есть вся денежная масса, которая обращается у нас в стране. А к концу вырос на целых 20%, на 207 миллиардов рублей. А к марту, то есть за март, объем обращения наличности в деньгах в России увеличился на 719 миллиардов рублей. Аналитик Александр Разуваев выступил с идеей деноминации нашего российского рубля, российской валюты из-за рекордного количества денег в обращении в Российской Федерации. Но директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг считает, что деноминация оправдана только в случае резкого обесценения валюты. В противном случае она вызовет только панику. Помните, мы это уже проходили. Особенно, наверное, помнят те, которые старшего возраста, как минимум моего. У нас это было, что вместо 1000 стали миллионы. То есть в 1000 раз увеличили размер валюты нашего рубля. То есть было 1000, стало миллион. И мы в разом стали в тот момент миллионерами. Это ни к чему хорошему, конечно, не ведет. Это означает, что у нас слабый рубль, слабая экономика. И тут я, конечно, согласен с директором Института экономики Российской академии наук, что это делать нужно только в крайнем случае. Инфляция у нас, слава богу, нормальная, на низком уровне, поэтому деноминацию я бы, например, ни в коем случае не проводил. Паника неизбежна. В США Трамп все больше нервничает по поводу предстоящих выборов. Его атакуют демократы. И это, конечно же, влияет на нервозность и настроение финансовых рынков. Трампа демократы хотят, конечно, убрать. Республиканцы за Трампа, демократы против. Чем это кончится, неизвестно. Мы с моим другом Саидом, с которым частенько проводим прямые эфиры, стримы на ютубе, разговаривали с американскими нашими друзьями, братьями. И они говорят, что у нас реально идет борьба за президентское кресло, даже в умах людей. Даже некоторые друзья начинают ссориться из-за того, кто за кого будет голосовать. Братья и сестры иногда разногласят, за кого будет голосовать. Поэтому, друзья, вот так вот. У нас заранее было известно, что 80% проголосуют за поправки в Конституцию, а у них до последнего непонятно, как было и с Трампом, кстати, несколько лет назад, когда он избирался. Все были уверены, что Хиллари выиграет выборы, а оказалось Трамп. Нам бы такие выборы, правда? Ситуация непростая, друзья, в экономике. Экономика не растет по всему миру. Долги предприятий увеличиваются, и все опять ждут коррекции на финансовых рынках. Вирус не сдается, и новые меры в виде карантина вводятся и в Австралии, и в Гонконге, и в других частях света. К чему это приведет, посмотрим. Технологичный индекс NASDAQ американских технологических компаний бьет очередные рекорды. Это уже похоже на пузырь. Хотя он еще не достиг таких уровней, как в 2000 году, но все же настораживает. И, пожалуйста, начиная инвестировать, либо продолжая инвестировать, будьте, пожалуйста, более консервативными.
Tesla. Самая главная новость этой недели. Цена на акцию уже перевалила за $1500. В пятницу компания торговалась на уровне, закрылась на уровне $1544. За последние 6 месяцев, друзья, Tesla выросла в 6, за последние 6 месяцев акция компании Tesla выросла в 3 раза. Но, смотрите, какая интересная вещь. На сегодняшний день объем шортов на акцию Tesla составляет рекордный за всю историю фондового рынка $20 миллиардов. Что такое шорт? Это значит, что $20 миллиардов поставлено на падение цен на акции Tesla. Посмотрим. В России правительство, конечно же, пытается помочь экономике и держит ставку на уровне 4,5%. Недавно было снижение. Мне кажется, что ставка должна быть в районе где-то 2-2,5%, ну максимум 3%, чтобы у нас экономика задышала. Потому что экономика не растет, инвестиций в страну нет, все встало, и единственный метод борьбы сейчас это, конечно же, дешевые, недорогие, длинные деньги в экономику. Доллар подрос у нас, друзья, с вами на прошлой неделе. Помните, я вам предлагал сделать прогнозы до конца квартала. Вот за неделю доллар вырос с 70 с небольшим рублей до даже до 72 доходил, там с копейками. В пятницу торговался на уровне 71 рубль 22 копейки. Ну что, друзья, вот основные моменты, на которые я обратил на этой неделе внимание. Если у вас есть те интересные нюансы, новости, события, о которых я не уследил, делитесь в комментариях. Скажите мне, о чем еще вам рассказать, на что обратить внимание на следующий выпуск новостей. А пока спасибо. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы вовремя увидеть новые видео. И до новых встреч. Всего доброго.